Здравствуйте! И сегодня вновь о самых важных событиях уходящей недели расскажем в информационном выпуске «События недели» на Гал Медиа. С вами Амелия Бисмарк и коротко о главном. О работе и не только. Подвел итоги уходящего 2023 года наедине с нами и рассказал о планах на будущий 2024 год глава администрации Галского района Константин Пилия. С января по декабрь 2023 года в Галском районе выдано 3084 вида на жительство и 51 паспорт Республики Абхазия. Репортаж Галмедиа о работе паспортного отдела. Праздник к нам приходит. Город Гал к встрече нового 2024 года готов. Начнем с официальной информации. Президент России Владимир Путин поздравил главу Абхазии Аслана Бжания с наступающим Новым годом. Союзнические отношения между Россией и Абхазией находятся на высоком уровне. Это в полной мере подтвердила наша октябрьская встреча в Сочи, говорится в поздравлении. Владимир Путин выразил уверенность, что совместными усилиями Россия и Абхазия будут и впредь наращивать конструктивное, плодотворное сотрудничество в различных сферах, укреплять взаимодействие в интересах обеспечения региональной безопасности. Обменялись поздравлениями премьер-министр Республики Абхазия Александр Анкваб и председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин. Назначение. Указом президента Аслана Бжания от 29 декабря Джансук Нанба назначен министром энергетики. О работе и не только. Подвел итоги уходящего 2023 года наедине с нами и рассказал о планах на будущий 2024 год глава администрации Галского района Константин Пилия. В открытом разговоре он ответил на самые актуальные вопросы, связанные с жизнью Галского района Абхазии, а также рассказал о себе, не только как о чиновнике. Насколько открыто сегодня с вами общаются жители Гала? Стараюсь не говорить того, что я не решу. Я сказал, значит, это уже будет или должно быть. Какие вообще проблемы существуют? И как вы считаете, можно ли их как-то решить в ближайшей перспективе? Все это связано, конечно, с экономикой. Я дело доведу до конца. Вам хватает времени на свою студенческую жизнь вообще? Полезно вечером походить, зайти куда-нибудь в кафешку, зайти в магазин. А человек умер через сутки, получается? Что произошло с Карбая после того, как Карбая был задержан? В чем заняты жители Галского района? Где они работают? Я благодарен за эту работу. На следующий год у нас Гальский район будет включен в туристические маршруты, по которым будут приезжать туристы в Абхазию. Здравствуйте! Сегодня мы работаем в родном городе нашего телеканала, в городе Гал, и будем беседовать с главой администрации Галского района Константином Пилия. Здравствуйте, Константин Эдуардович. Здравствуйте, Амелия. Спасибо, что согласились с нами побеседовать. Давайте начнем с такого вопроса. Хорошо. До того, как вы стали главой администрации Галского района, скажите, как часто вы посещали этот город и были ли вы знакомы с городом, с его жителями, с проблемами города? Да, хороший вопрос. Да. Ну, у меня было мало знакомств, но я очень до сих пор дружу и считаю себя близким человеком. С семьей Ихвай, это мой сослуживец. Это близкая мне семья. Вот я приезжал к ним, знакомился с соседями, общался. Это общение было давно. Ну, более глобально стало уже, конечно, когда уже была назначена должность. А так, вот именно с семьей. И вот через них я был знаком со многими людьми. А как вы выстроили работу в администрации с людьми? Может быть, у вас работает общественная приемная, или существуют какие-либо другие формы взаимодействия? И вот главный вопрос, насколько открыто сегодня с вами общаются жители Гала? Могут ли они к вам прийти в кабинет, рассказать о своих проблемах, посоветоваться в чем-то? В моей прежней работе я тоже не делал приемных дней. Ну, такая работа. И тут в Гале я тоже не стал делать, как приемные дни, там, по определенным дням, потому что понимаю, что люди приезжают. Кто-то с сел добирается, кто как. Где-то есть сообщение там автобусное, где-то вообще этого нету. И людям тяжело, и вот человек добрался до администрации со своей проблемой, уже как в последнюю инстанцию, и сказать, вы понимаете, сегодня глава не принимает, там, или замы не принимают, это у нас исключено. У нас прием ведется ежедневно, если человек пришел, все, он, ну, если там кабинет занят и кто-то находится, выйдет, обязательно принимаем всех. И вот как таковой отдельный общественный приемный не стали делать, и, соответственно, не стали делать приемных дней. Можете вспомнить в последние дни буквально? Кто к вам обращался, может быть, если это можно обозначить? Много людей с разными вопросами, это касающиеся и своих личных проблем, и
наших районных проблем, много-много разных, так сейчас не скажешь, людей бывает много. Кто-то с прошением, кому-то материальная помощь, кому-то вопрос с документом, кому-то вопрос загранпаспорта. Большой объем, и так сейчас не выделишь. В самом начале вашей работы в Гале вы были замечены в городе на прогулках. Иногда к вам присоединялись и другие работники администрации. Скажите, Да, для чего так. вообще вы организовали эти прогулки? Это так вы хотели ознакомиться, лучше узнать город, познакомиться с людьми, или вы просто прогуливались? И сейчас вы это делаете? Вообще полезно вечером походить, зайти куда-нибудь в кафешку, зайти в магазин, поспрашивать. Давно этого не делал, надо возобновлять. Сейчас немножко прохладно, ну, потеплеет, будем гулять. Даже была мысль привезти свои велосипеды. И тут на велосипедах покататься вечерами, показать, что это здоровый образ жизни, это хорошо. Вот такие мысли были. Ну, вот как-то прогулки у нас немного прекратились. Знаете, по первое время, даже придя на должность, ты не понимаешь того объема, который на тебя сваливается. И он постепенно нарастает. Люди тоже тебе сразу не идут. Они сначала к тебе присматриваются, как ты примешь, как ты отнесешься к ним. Потом, когда поймут, что ты по-нормальному, по-доброму их встретишь и по возможности все будешь делать, потом начинается, конечно, объем людей, приходящих, он растет. И было немного не до прогулок, как говорится. Так, до вечера так устаешь, что было не до прогулок. Вы сухумчанин, правильно? У каждого из нас, я тоже из Сухума, есть свои привычки какие-то определенные. Кто-то любит утром пойти на Брикаловку, кофе выпить, другие любят прогуляться с друзьями вечером, там семью увидеться в городе, в центре, да? Скажите, вы здесь постоянно находитесь? Вам хватает времени на свою сухумскую жизнь? Вообще остается время? Я последний раз был на набережной, вот не считая вот этих 2-3 дней, да, связанных с выходными, наверное, полгода не выходил на набережную. Редко получается. Вижу в Сухуми тоже изменения хорошие, меня это радует. Там прекрасный глава, много чего хорошего делается, город развивается. Я очень люблю по Сухуму, люблю очень по нему гулять, но не часто мне это удается. И в последнее время, тем более у нас сейчас конец года, много вопросов надо закрывать, редко это получается. А так, конечно же, хотелось бы. А вот вы говорили о велосипедах. У вас есть какая-то привычка с этим связанная? С велосипедом? Да, конечно. Есть велосипед, наверное, как в любой семье. Велосипед принадлежит моей старшей дочке. Хороший велосипед, подарили ей. Ну вот мы там одно время хорошо покатались, там со своим другом Раулем Лововым мы катались, он, будучи министром МВД, тоже любил такие прогулки. Вот мы ездили с ним по фуникулеру. Так. А что сказать, вот если свободное время сейчас на это, нет, сейчас на это времени просто не хватает. Встаю ли так рано, я в 6 или в 7 часов, как раньше ходил на Бригаловку, тоже нет, потому что я поздно ложусь, это у меня вот такая нехорошая привычка. Высыпать очень поздно. И я не могу ее изменить уже много лет. Я пытаюсь, но не могу. Вот я высыпаю там, к 2, к 3. У меня раньше не получается. Ну, в любом случае, да. Ну, вот, да. И потому еще раньше встать и потом как-то погулять, там, поднять у меня не получается. Нет, я практически 2 года оставался тут постоянно. Мы по сей день снимаем жилье с коллегами, там вместе, как говорится, в складчину. Но последние несколько месяцев я стал мотаться, я стал ездить. И вы знаете, я дорогу практически не вижу. Для меня дорога 50 минут, собраться с мыслями, с чего начать, что первым сделать, что вторым сделать. Да, давайте все-таки вернемся к Галскому району, к самому, к проблемам, перенесемся из Сухума обратно сюда. Какие вообще проблемы существуют? И как вы считаете, можно ли их как-то решить в ближайшей перспективе? Сначала обозначить. Большая проблема – это весь комплекс ЖКХ. В полном объеме, оно очень проблемное, это водоснабжение проблемное, это электроснабжение проблемное. Если по электроснабжению город набран более или менее, то села нижние зоны страдают, там по низкой у них идет, если электричество есть низкое, есть высокое, по низкой идет, и даже в селе у нас куда хочешь обеспечивается из трансформатора Чемчирского района, потому что наши линии даже туда не идут. Ну, вот такие всякого рода проблемы, техникой не обеспечены, в районе нету штатных, например, даже грузовых автомобилей на балансе в штате. Ну, один трактор управления городского хозяйства содержит, вечно его ремонтирует, он большим износом, громенным износом, как-то латают его, вот, чтобы он как-то был на ходу. Вот у нас проблема. У нас все это связано, конечно, с экономикой, с ростом, с бюджетом. Все это большие проблемы.
Проблем у нас вот асфальтизированные улицы, да, есть Гали, но периферия, вообще везде у нас, нигде улица Московская, улица еще одна. Они все без асфальта, там нужен асфальт. Ну, что такое дороги? Дороги это, вот я часто говорю, это как в руке вена, да, вена есть, рука живая, человек живет. Также, где есть дорога, там начинает все развиваться люди, начинаются строиться, начинается обживаться. Где нет дороги, все это будет так вяло и очень долго. И вот наш приоритет – это зарабатыванием средств для бюджета, для того, чтобы можно было вкладывать в инфраструктуру. Ну, есть какие-то уже подсчеты, например, сколько нужно денег на дороги, сколько на водопровод? Точные подсчеты стоят средств, и точные подсчеты, их надо оплачивать, если у тебя в надежде, что тебя этот проект профинансирует, и займешься сметой. Смета тоже дорогая. Но мы для себя, наши специалисты приблизительно понимают, вот, например, дорога вот из Гала Приморск почти может обойтись в районе 200 миллионов. Да, большие деньги, которые мы никак не потянем ни за что без помощи республики. Мы заявляемся, нам что-то обещают, но пока выделено будет на 2024 год на дорогу 25 миллионов и по инвестпрограмме, и на 2025 год по 25 миллионов. Но это все пойдет на латание дыр, на небольшой ремонт там, переходов, мостов небольших. Ну, так о покрытии асфальтовым говорить тут не приходится. А бюджет самого района? Бюджет самого района у нас собственных средств 63 миллиона. Кстати, мы когда начинали, в 2021 году у нас был 47 миллионов. У нас было. 48 миллионов был, сейчас 68. Недавно прошла информация о том, что планируется в 2024 году повышение заработных плат для врачей, учителя, как обычно. Это будет, да? Это то, что анонсировали когда со сцены, когда я это сказал, да? Ну, да, люди подхватили. Это реально так, да. Я вообще стараюсь не говорить того, чего я не решу. У меня главное это чтобы люди верили. Я так смотрю на свое руководство и хочу, чтобы, вот если мне сказали, я хочу быть уверенным, что это так. И также строю отношения. И раз я сказал, значит, это уже будет или должно быть. Это действительно подтвержденная информация. С 2024 года заработная плата повышается на 50%. Руководителей будет до 25%, 22-25% и далее вот так вот по сетке. Но 50% повышение. Это базовая ставка. Прекрасная новость. Да, обязательно. Раз мы говорим о финансах, давайте продолжим эту тему. Также была информация, я знаю, что Сбербанк Абхазии наращивает работу в районе. Открываются новые продукты, также будут выдаваться, была информация о том, что будут выдаваться кредиты по видам на жительство. Как вы знаете, люди пользуются вот этими кредитными продуктами, и в основном на что? Это какие-то наличные какие-то цели, или, может быть, это на какой-то бизнес люди берут? Как вообще Я понял, Мири, вопрос. Это я сейчас до вашей съемки разговаривал с руководителем Гальского отделения. Около 500 уже заявителей, получивших вот эти микрокредиты, они под обеспечение или под пенсионное, под поручитель, совершенно верно, да, спасибо. Под поручительство уже 500 человек такие кредиты взяли, получили. Там от 100 до 500 сумма. Ну, в зависимости от того, как заявился. Общее количество уже 500 человек получили эти кредитные дела. Вообще, как в районе чувствует себя малый бизнес? Люди идут, если на первых порах тоже были очень многие заявители, но я стал немного хитрее, как говорится. Я стал спрашивать более глубже их финансовую сторону. По практике, вот человеку выдашь, там, пишешь тебе заявление, прошу мне выдать там столько-то, там, такой-то мерою, только-то гектарности землю под строительство того-то, того-то. Ну, как бы нормально, Ну, отправляешь это на комиссионную, все это рассматривается, выезжает на место земельное, все выдается. Первое распоряжение выдается на землю, второе на проект строительства, третье распоряжение уже ввод в эксплуатацию. Вот после первого распоряжения дальше дело не шло у многих. Ну, как бы землю получили и успокоились. Основная цель была получить землю. Получить землю, чтобы в дальнейшем, я сейчас без критики, но такие факты тоже очень часто, что потом эту землю желающим перепродать или уступить права свои, ну, там, за какие-то преференции. Я стал спрашивать, покажите мне ваши средства на счетах. Или оплатите мне до конца года сразу земельный налог, чтобы понимать, насколько эти люди реальные. Когда начинается, ой, мы сейчас не можем, я уже понимаю, что дело не будет, я уже начинаю с ними разговаривать, уже даже отговаривать. Я говорю, ну, слушайте, давайте делать так, чтобы и дело было, и вам. Придите с человеком, там, с инвестором, кто это может. Не надо просто занимать землю, а потом их держать,
а потом создавать конфликты. Кстати, очень много таких проблем было. Ну, понимание есть, и все это работа, она индивидуальная. Так, ее там одним распоряжением не решишь, надо общаться с людьми, надо говорить, надо менять сознание. Вот эту работу ведем. Люди идут, много заявлений, много людей обращаются с прошением. Но я уже тоже вижу, где реально, где возможно, и потом стараюсь на себя тоже не брать. Я стараюсь принимать решения, они у нас комиссионные, в любом случае, это коллегиальные, как говорится, решения. Но я хочу, чтобы чтобы это было открыто, чтобы и руководители действующие, и начальники на местах видели, что это за проект, зачем и почему. Они просто там, глава решил, там своим распоряжением выпустил и все. Нет, не так строим отношения, по-другому. Скажите нам, вообще, в чем заняты жители Галского района? Где они работают в основном, да, люди? В общем, чем они занимаются? Они что-то продают, торгуют? Ну, у нас в основном это сфера услуг, сфера торговли и сельское хозяйство. Это такие базовые три вещи, чем занимается население. По вашему мнению, какое из этих направлений более перспективное? Сельское, именно сельское хозяйство, очень хорошая тема, и которая растет, и хорошие примеры, люди занимаются, и на перспективу, и расширяется. Конечно, сельское хозяйство, но все остальное, оно все вкупе, все с друг другом идет, там их особо не разделишь. Мы больше еще заинтересованы, чтобы развить именно туристическую сферу. Вот в этом. Хотела задать вам вопрос, Да, извините, перебиваю. Действительно, что в Гале нет ни одного отеля, ни одной Реально гостиницы? так. Действительно так? Да. Как вы вот сюда привлечь? Реально так, ни одних нету, где бы мог человек остановиться. Но я сейчас могу сказать, что на следующий год у нас Гальский район будет включен в туристические маршруты, по которым будут приезжать туристы в Абхазию. Мы постараемся, чтобы один из туристических маршрутов был все-таки Гальский район. У нас есть красивые места, у нас это интересно, у нас есть Ингургес. Предварительные договоренности с туристическими фирмами у нас есть, они бы проявили серьезную заинтересованность. Мы вот под них готовим. Надеюсь, у нас все получится. После окончания Отечественной войны народа Абхазии это был один из таких криминальных районов. Повышена была преступность, людей похищали, это чуть ли не обычным делом было, все знают. Но считается, это ушло в прошлое. Однако в 2023 году общественность трясла информация об исчезновении девушки, жительницы Галского района, Найти Бактадзе. Да. Тогда была проведена работа по поиску ее тела, по расследованию. Но, к сожалению, это не дало результатов, тело не было найдено. Немножко осведомите нас, если вы в курсе, на каком этапе расследования и вообще, что думают по поводу этого всего ее родные? Они ведь тоже, да, живут в Гале? Не знаю, расскажу, секрет или нет. Ну, следствие ведется, в любом случае будет вестись дальше. Они работают, наша прокуратура работает с обвиняемыми. Эта вся работа ведется. Я знаю, что мама Нати даже была у президента. Это никто, это я впервые озвучиваю. Так, наверное, с жалобой, что возможность, что преступник будет как-то или отпущен, или будет по какой-то по снисхождению будет к нему относиться. Я в курсе. И я это узнал потом от нее. Она была очень благодарна приемам президента, как он ее так сердечно принял. Но впоследствии у нас пока продвижек нету, но надеюсь, что это у нас и прокуратура, и силовики у нас все-таки решат этот вопрос. Для нас это очень больной вопрос. Мы знаем маму этой девочки, мы саму девочку знали. И поиски. Обвиняемый, да, был задержан, потом он что-то попал в больницу. Такая история нам была слышна. Но не думаю, что ему будет какой-то шанс, да, он все равно следствие там дожмет дело до конца, как говорится. Мы все над этим пристально, да, смотрим, надеемся, что все будет справедливо. Еще один случай произошел буквально совсем недавно, связанный со смертью человека, гражданина Карбая. Да, это буквально совсем недавно случилось. Человек умер через сутки, получается, после того, как был задержан сотрудником милиции Галского района. По этому факту проводится сейчас проверка. Также на этот факт обратила внимание уполномоченная по правам человека Анна Скишвари. Она тоже потребовала провести проверку и проверить, были ли какие-то со стороны сотрудников милиции превышения полномочий, физическое воздействие. Вот расскажите нам немножко тоже по этому вопросу, что как осведомлены. Хорошо. Сначала по поводу преступности, которая была ранее, да, это все ушло. Это было другого рода характера. Сейчас все такое бытовое.
без терроризма, без экстремизма. Но вот такие вот тягчающие преступления бывают на частной основе, на личной почве. Что произошло с Карбая после того, как Карбая был задержан? Во время задержания на него было определено, как это правильно сказать, силовое воздействие, и ему стало плохо. Насколько мне известно, сотрудники его отвезли в нашу больницу, и его рвало кровью. Дали ему там успокоительное, то-сюда. Там же его потом отпустили. Это было все 6 числа. 7-го он вновь обращается в эту же больницу с тем, что он плохо себя очень чувствует, у него боли, и его рвет кровью. Были более углубленные исследования, и по ним нашли, что у него разрыв вен в пищеводе. У него оказалось разрыв вен в пищеводе. Говорят, как есть, у него, видать, жизнь была не очень легкая, так скажу, аккуратно. Он, конечно, подорвал свое здоровье, и вообще у него было очень шаткое здоровье у этого парня, но это не давало права никаким сотрудникам вообще на него вот так воздействовать, никакого шанса. Конечно, после всего, когда его проверили в этой больнице, ему сказали немедленно в Сухум, здесь у нас таких условий, уложили его в Сухум реанимацию 8-го, и 9-го утром он умирает. Человек умер, трагедия, тело забирают родственники, конечно, обижены на весь мир, обижены на властей, на всех. Я тогда решил так, дело сразу моментально заводит прокурор, но для того, чтобы дать какое-то обвинительное заключение, надо иметь судебно-медицинскую экспертизу. То, что он обращался в больницу, он обращался как частник. Обратился человек, мало ли что сказал врач, мало ли что сказал я. В любом случае на суде нужно будет заключение судебно-медицинского эксперта, и никак по-другому. В противном случае, если дело доходит до суда, суд может постановить эксгумировать тело. То есть это заново процедура выкапывания, как говорится, из могил. Тяжелая вся ситуация. Тогда я решил так. Мы вместе с прокурором района Алхасом Моторба поехали. Это он покоился и житель села Царча Творчальского района. Происшествие прошло здесь. Не себя, как говорится, себя ответственности не снимая. Поехали в село на панихиду, зашли, посочувствовали. И я попросил собраться всех родственников, кто там ближайший есть. Конечно, им тяжело было меня слушать и разговаривать, но убедил и сказал: мои дорогие, они не верят в справедливость, что эти сотрудники будут наказаны. Вот что было самое главное. Тогда мне пришлось поговорить: слушайте, вам тут взять, похоронить человека и никого не наказать. Следующий будет кто-нибудь из молодых. Давайте сделаем так, все как правильно. Не хотели отдавать тело на судебную экспертизу. Вот что произошло. У нас часто так происходит. Да. Поговорил, убедил. То они мне сказали: сейчас один брат приедет, один сказал добро, другой сказал нет. На следующее утро отзвонились, сказали: ой, мы не дадим, мы его так просто с честью похороним. Даже такие слова говорили. И поругался по телефону. Я говорю: не надоело вам вот так вот с опущенными головами ходить? Вы не хотите себя чувствовать нормальными, равноправными, достойными людьми? После долгих разговоров убедил, что нужно отдать тело. Не знаю, как мы это на камеру. На следующий день уже прокурор все организовал, машину выделил наш главврач, а он же был замороженный, казалось, тело. Мы думали, на 2 часа заберут, эксперт посмотрит и отдаст. Ночь. Это, понимаете, с панихиды забрать тело, люди приходят, а даже родственники слышат, а тела нет в доме. Да, и эти проблемы. Они просто мне поверили. Вот что произошло. Сельчане, они просто поверили. Я сказал: я дело доведу до конца. Я был с прокурором. И попросил, чтобы они сами тоже поехали вслед и сами поговорили с судебным экспертом Геннадием Харитоновичем Бобуа на Сухумене. Что так сделала семья, и там на этом было выяснено, что у парня были сломаны 4 ребра, плюс побои и ушибы. И вследствие этих всего, что привело к его смерти. Дело завели, и оно все будет доведено до логического завершения. Я не прошу вас ничего озвучивать, но уже есть определенные имена. Конечно, все известно, кто был, что был, все известно. Следствие все совсем скажет. То есть администрация держит это дело обязательно. под контролем, это как лично сами. Да, обязательно. Хорошо, спасибо за открытый ответ на этот вопрос.
Спасибо. Давайте подойдем еще к одной теме, которая тоже сложная. Тема паспортизации жителей Галского района. Скажите, пожалуйста, какой процент жителей Галского района сейчас остается без паспорта? И вообще замечаете ли вы, что эти люди, которые сейчас с видом на жительство, делают какие-то шаги для того, чтобы стать полноправными жителями Абхазии, гражданами Абхазии? Скажу в количестве. 1237 всего граждан Абхазии в Гальском. 1237 паспортизировано. С паспортами? С паспортами Республики Абхазия. На весь район всего. И около 25 тысяч по виду на жительство. И тот закон, который сегодня принят, он еще просто не вступил в силу. Если, я в частных беседах разговариваю со многими, как вы думаете, будет, не будет? Я не думаю, что будет прямо большой процент, прямо взрывной, что люди прямо побегут и будут. Я и говорю об этнических. Сейчас первый закон. Вы говорите о поправках, которые... О поправках, которые принял парламент, он еще не вступил в силу, и потому у нас пока статистики никакой нет, еще обращения нету. Как только он вступит в закон, тогда будет закон в силу, тогда будет видно. Но в частных беседах разговариваю, я вижу, что именно этнические абхазы добровольно, кто хочет, никого ни на что не заставляем ни в коем случае. Есть интерес у некоторой группы людей. И это хорошо. Давайте тогда другой поправки тоже. Вот недавно тоже поправка внесена, тоже в закон об актах гражданского состояния. Получается, что по виду на жительство. Срок вида на жительство хотят продлить с 5 до 10 лет. Когда люди получали вид на жительство первые, да, как мне известно, якобы выдавалось по упрощенной процедуре, и выдача вида на жительство ставилась прописка. И начали считать, что с этого момента он находится здесь, потому что в законе написано по документам Министерства внутренних дел. Свое доказательство проживания по документам Министерства внутренних дел. То есть это формы 9 у кого были, это если были паспорта, если были. И если они могут их представить, то это засчитывается. И потом вид на жительство закончил, его спрашивают, окончивший сроком человек приходит на обмен. Это 5 лет мы видим, а где ты был до этого? И человеку надо было доказывать, где он был до этого. Это сложно, где только просроченные документы, кто-то хранит, кто-то нет, где база, какая-то сохранилась, какая-то нет. И потому поправка принята, старый вид на жительство сдал, фотографировали, Сенада пальцы сняли и получил сразу еще на новый на 5 лет. Вот эта процедура упрощается. Она правильная, она верная, ее надо было делать давно. Но сейчас депутаты приняли, большая благодарность, наверное, от всего района и, наверное, от Абхазии всей. Есть противники этого, но это уже противники политические, это политизированный вопрос. Я думаю, что это, наверное, надо объяснять тоже, да? Это тоже снимается вопрос. Человек старый вид на жительство сдал, получил новое, в принципе, он нарекания не вызывает нарекания у наших группы политических деятелей. И вот именно о восстановлении исконных абхазских фамилий, да, об этом вызывает сопротивление. Но в общей массе, в большинстве, и в ЦГП, и со всеми ребятами, и так с Общественной палатой, и со многими говорят, все поддерживают, оно и правильно, если люди хотят вернуться к исконным своим фамилиям, им такой шанс нужно дать. Мы говорим об исконных абхазах, давайте поговорим об абхазском языке. Скажите, как в районе реализуется программа изучения абхазского языка? Проявляют ли люди интерес, дети? Вот как это все происходит в школах? В школах преподается у нас 28 часов, абхазский язык преподается как предмет. Но этого мало. Я вот даже помню по себе, да, там, например, я изучал какой-то язык по школьной программе. Тяжело ребенку. Мы все учим 10 лет английский, в итоге... Да, тяжеловато, потому мы хотим организовывать дополнительные курсы. Вернемся к молодежи. Вообще, как вы считаете, какая молодежь в Гале? Насколько они активные? Я вижу, что многие участвуют в культурных проектах, да? В каких-то музыкальных проектах. Абснестар тоже прославились ребята из Гала. Да. Мы тоже делали один материал. Вот как вы видите галскую молодежь? Насколько ребята заинтересованы вообще в жизни республики? Насколько они хотят интегрироваться в общество? Есть такая тенденция? Вот из ближайших нам районов гальские наши дети одни из самых активных. Всегда стараются участвовать, вы, наверное, видите, и в конкурсах, и в творческих.
И эти медали награждены всякими медалями, и все очень-очень активны, и этой возможности надо людям дать. Но все это сидит еще и в подсознании. Зачем нужно участвовать в всяких мероприятиях в развитии страны, если ты не будешь ее гражданином? Ну, для себя поучиться, поучаствовать где-то, что-то, конечно, это все интересно, но дальше этого люди не пойдут. Для того, чтобы пошли дальше, чтобы их ум, умение, созидание пошло на пользу обществу, на пользу страны, нужно, чтобы родители знали, что дети будут здесь полноценными гражданами. Не знаю, кому-то нравится, кому-то нет, но я делаю все и стараюсь это делать, и буду делать, и будем, вся команда будет делать для того, чтобы дети, для того, чтобы люди оставались тут в своих очагах, в своих домах. Мы максимум приложимся, стараемся, сделаем еще больше. Считаем, что это неправильно и очень плохо, когда люди покидают свои дома и уходят. Это совсем неправильно. И потому мы сделаем все, чтобы люди оставались. Новые проекты привозят в район, можно сказать, из столицы. Вот ваш зам тоже недавно говорил, Дауркова, о том, что будет театральная студия, театр. Да. Расскажите, вот что это вообще планируется? Да. Насколько жители восприняли это? Во-первых, начну, раз даете поговорить о Дауру Вадимовиче, да, сейчас вы его упомянули. Я очень рад, что он у нас в районе. Он человек очень обогащенный, с большим административным опытом, с большим опытом руководства. И где бы он ни работал, на каких должностях, всегда это все четко, коммуникабельно. И рад, что сегодня он вместе с нами, мы пользуемся его опытом в том числе. Организовывал, мысль была Дауру Вадимовича. Сюда в район пригласили Адгур Михайловича Кови, известного режиссера. И вот сейчас готовят театральную студию. Детишек уже подобрали предварительно. Я думаю, в следующий год у нас заработает театральная студия. Тем более гальские дети очень творческие. Я думаю, у нас все хорошо получится. Не секрет, что в Гале до настоящего времени, возможно, и сейчас работает множество проектов. Некоторые из них действительно полезны под началом МПО, правильно? МПО, международных организаций. МИД республики недавно объявил о том, что они будут проходить дополнительные проверки, что будут запрещаться проекты, направленные на налаживание коммуникации между молодежью Грузии и Абхазии. Прям так, да? Да. Не следил. Скажите, пожалуйста, насколько на пульсе вообще вы держите обстановку в этом вопросе? Знаете ли вы вот во всех проектах, которые реализуются в Галском районе, где офисы расположены, как они работают? Я просто в своей бытности не пересекался с проектами в каких-то контактах, или я не говорю, это плохо, хорошо, я просто констатирую факт, я на бытность не приходил. Все проекты, которые реализуют неправительственные организации, все в курсе, они приносят программу, вот, например, на следующий год, что на следующий год мы планируем. Все это в поддержке, даже не назовешь малый, это поддержки вот, целевые, вот именно вот семейные, чтобы дать человеку немного толчка, там, или технику, или там, инструменты для того, чтобы можно было созидать, или посадочный материал, или научить его, как нужно что-то выращивать. Это все связано с этим. Или там, с водой проблема, помогут и с водой. Я считаю, что работа неправительственных организаций она не вредна, наоборот полезна. Где я иногда сам обращаюсь там, или напрямую там, отделы могут обратиться с прошением, рассмотреть тот или иной вариант помощи людям, где наших сил не хватает. И все это вместе делаем, совместно. Я благодарен за эту работу, говорю это искренне. Помогли нашему управлению городского хозяйства, приобрели для нас небольшой трактор уборочный, мини-трактор, довольно-таки дорогой. Такая помощь оказывается, считаю, что эта работа нормальная. Насчет вот тех проектов, которые теперь будут запрещены по поводу налаживания коммуникации между молодежью в Грузии и Абхазии? Министерство иностранных дел серьезная организация, и может у них есть какие-то сигналы. Со своей стороны я таких сигналов тут плохих не вижу. Потому что часто приезжает молодежь, приезжает к родственникам, корнями отсюда, которые уже находятся в Грузии. И при случае, если у меня получается с ним поговорить, там, с тем молодым человеком, я спрошу, где ты учишься, чем занимаешься. Если выращивается хороший специалист, возвращайся в район. Все твое умение нужно тут, нужно твоим родителям, нужно нам всем. Наоборот, стараюсь, чтобы сюда не отталкивать. Потому контактами рознь. Нормальные люди есть везде.
И негодяи есть везде. Так что если нормальные люди общаются, налаживают контакты, это прекрасно. Частично было отменено эмбарго на торговлю, на ввоз товаров Да. из Грузии для физических лиц. Да. Вы обладаете информацией, какой процент товаров идет из Ингура в район и как-то сказывает это на ценообразовании, вообще на бизнесе? Ага, да, я понял вопрос, Амелия. Дело в том, что когда этот вопрос решался, была учреждена комиссия при президенте. Туда входили многие руководители, плюс наши ведущие политики из оппозиции, так скажу. Это нормально. В любой стране должна быть оппозиция, это норма жизни. И какая страна без оппозиции, это уже самодержавие, и ничего хорошего не получается. Оппозиция должна быть, и правильно. Но в тот момент некоторые оппозиции прямо в грудь бились, обещали, что подымут народ, что это запретят, что это будет такой шквал. Но не будет такого. Особого нету. К чему хочу сказать? Вот это вот снялось, да, некоторые ограничения на товары народного потребления. Особого какого-то шквала мы не чувствуем. Вот сегодня был рыночный день, прилавки полупустые у людей, знаете, такое неприятное ощущение. И нету такого шквала и убийственного, который, как вы нам угрожали, например. Что касается навоза через границу, я эту ситуацию не контролирую. И оно не все пойдет в Гальский район. Если что-то проходит, не обязательно в Гальск, оно может и дальше пойти. Потому особых там передвижений тоба нет. Ну, нам это всем надо, это нужно всем. И на фоне проблем в мире происходящем, в любом, вот как в России. Вот Россия сегодня, весь Запад против России. Но Россия декларирует, что мы ни с кем не разрываем отношения. Это с нами разрывает. Декларируют же так, они же не говорят, вот те товары не возьмем, те товары не возьмем. Все говорят, мы открыты, и торговля это не зло, это развитие. И также я хотел бы, чтобы наш народ тоже понимал и декларировал. Я, находясь в Сухуми, к этому скажу, не понимал, что происходит в Гальском районе, что такое границы, как это все работает. Для меня тоже это было далеко, с разницей в 30 лет. Суждение было 30-летнее мое назад, что там вот все там закрыть, закопаться, построить стену. Не так нужно. Есть определенные силы, здравые силы, которые хотят налаживать равноправные отношения. Что-то афишируется, что-то не афишируется на этом этапе. Но нормальные люди, повторюсь, существуют и вообще, если есть какие-то сигналы, эти сигналы нужно поддерживать. На одно из правительства Грузии сегодня там адекватные, здравые люди. Мы смотрим, я Грузии, в республике Грузия мы же признаем, да, и я не желаю им зла. Дай Бог, чтобы развивались, чтобы была прекрасная страна. Но мы хотим тоже быть равной страной, тоже развивающейся. Хотим добрососедство ровное, равноправное мы хотим. Спасибо за открытый разговор. Пару личных вопросов хотим задать, если вы не против. Каждая работа, да, новый этап в жизни человека. Вы обладаете большим опытом работы. Скажите, что вам дала как человеку, как личности, что в вас изменилось после того, как вы стали работать в Гале? Ну, вы привыкли к дальней дороге. Что еще? Для всех добро не сделаешь. Но нехорошая черта во мне развилась. Она нехорошая черта, я это признаю. Хочется всем, приходится говорить на многие вещи нет. Но я говорю нет, обосновывая. Я никогда не говорю людям просто нет. Я стараюсь брать ручку, объяснять, почему у меня не получается, почему нет. Вот это чувство, которое меня преследует. У нас и бюджет небольшой, мы растем понемногу, ежегодно растем. И будут подвижки еще лучше. Когда ты не сможешь человеку сделать, то к тебе приходит как последнюю инстанцию, вот прямо с прошением. И эмоции может проявить, там могут и кто-то и плачет, кто-то. Видно, что если ты не можешь помочь бюджетом там, в полном объеме, я ему стараюсь объяснить, почему нет. Если не получается, и он там как бы не услышит или услышит, но человека тоже так не отпустишь. Что-то стараюсь делать сам лично, когда-то могу, когда-то у меня что-то самого есть, когда-то нету. Как-то эта работа, она не очень удовлетворяет. Хочется делать по-другому, хочется делать, пришел человек, не хочется его решить проблему. Я для себя еще в молодости решил так. Ты, парень, людям помогай,
Иначе Господь сделает так, что помогать придется тебе. И как-то вот эта логика, и вот что есть, даю, завтра придет еще что-то, и ну так как-то идем, не знаю, просто все в рамках человеческих, наверное, отношений. Я думаю, люди это видят и не ругают меня, особо, когда у меня не получается. Скажите, вы полюбили уже город Гал, атмосферу Гала? Ну, Вам скажу. иногда кажется, что когда вы находитесь в Сухуми, вот мне надо в Гал, даже если нет, например, работы? Скажу. У Гала есть такой магнит, который начинает тянуть со временем. Сначала он не так, но со временем, вот прошли эти года, двух уже начинает тянуть. Ну, потому что доброе, нормальное отношение людей, заботливое отношение людей вот друг к другу. Вот это очень притягивает. Вот на первом этапе мы там делали чистку реки, вот это вот решен вот по городу, которая за каждый поворот трактор заходит, кто-то еду вынесет, кто-то хачапур вынесет, кто-то с рулеткой, кто-то... Вот такое взаимодействие, вот такая общность в Гале есть, и дай Бог, чтобы это никогда не потерялось. Это очень притягивает. Что вы пожелаете жителям Гала в преддверии Нового года? Не потерять надежду. Завтра будет лучше, уверяю, завтра будет лучше. Все эти перипетии, все трудности уйдут, и народ, проживающий в районе, должен проживать и процветать. Обязательно это все будет. Спасибо и вас с наступающим Новым годом. Спасибо. Спасибо еще раз за открытый разговор. С января по декабрь 2023 года в Галском районе выдано 3084 вида на жительство и 51 паспорт Республики Абхазия. О работе паспортного отдела паспортного управления МВД Абхазии в Гале расскажет Анжела Убилава. 13 декабря, как только в паспортный отдел паспортно-визовой службы МВД Абхазии по Галскому району были доставлены принтеры, персонализаторы и расходный материал, возобновился прием и выдача документов видов на жительство и паспортов гражданина Республики Абхазия. Теперь жители района, ожидающие выдачу паспорта абхазского гражданина и ВНЖ, могут спокойно обращаться в паспортный стол для сдачи и получения документов, удостоверяющих личность. Для уведомления и удобства жителей списки фамилий граждан, чьи документы уже готовы, вывешиваются здесь же, в стенах отделения паспортного стола. Как отмечает начальник паспортного стола по Галскому району Эльвира Аржба, за период с января по декабрь 2023 года выдано 3084 вида на жительство и 51 паспорт Республики Абхазия. Работа паспортного отделения по Галскому району осуществляется в обычном рабочем режиме с 9 часов до 18 часов. Наплыва граждан пока нет. Нет такого, да? Нет, пока Даже нет. несмотря на то, что вот какое-то время приостановлено было. Ну, у нас списки граждан висят в фойе. Каждый может подойти, найти себя в списке и получить виды на жительство. В течение года в паспортном отделении по Галскому району было выдано вида на жительство 3084. Так, а также было выдано паспорт гражданина Республики Абхазия 51. В течение дня мы можем обслужить всех, кто обращается. Всех почти, можно сказать. Приемом документов занимаются 3 инспектора. А выдача вида на жительство и паспорта гражданина Республики Абхазия занимается начальник. Если говорить о порядке выдачи ВНЖ, замены и получения паспорта гражданина Республики Абхазия, он не может длиться больше 2 месяцев с момента подачи соответствующего заявления на получение документов, удостоверяющих личность. Но из-за модернизации паспортного управления в целом оформление и выдача документов были приостановлены. А соискатели вида на жительство и паспорта уведомлены должным образом через СМИ и сотрудников паспортного отдела по Галскому району. Модернизация системы паспортного управления на данный момент в целом по Абхазии совершена, а сотрудникам паспортного стола в эти праздничные дни приходится работать в усиленном режиме, чтобы наверстать упущенные и управиться с выдачей документов в срок. Анжела Убилава, Тея Басария, Борис Цацу, Батубиблая, Гал, Медиа.
В Ачимчирском районе обнаружена майнинг-ферма. Оборудование изъято. Смотрите материал пресс-службы МВД Абхазии. Крупную майнинг-ферму в селе Акваска выявили сотрудники отдела внутренних дел по Ачимчирскому району совместно с представителями Госстандарта Республики РУП, Черноморэнерго и сотрудниками Таможенного комитета Абхазии. В общей сложности изъято 56 аппаратов по добыче криптовалюты, размещенных в специально оборудованном помещении частного домовладения. Владелец оборудования Иванба Димур Вахтангович. Изъятые аппараты переданы на склад Государственного комитета по стандартам, потребительскому и техническому надзору. МВД призывает водителей к особой бдительности ввиду приближающихся новогодних праздников. Сотрудники напоминают о недопустимости вождения автомобиля в нетрезвом состоянии и призывают к особой бдительности водителей ввиду приближения новогодних праздников. Товарищ министр, личный состав управления ГАИ совместно с оперативным составом Гудаутского РОВД проводит рейдовое мероприятие. Докладывает полковник Тракс. Есть. Вольно! В соответствии с приказом министра внутренних дел Роберта Кьют в республике проводятся усиленные рейдовые профилактические мероприятия, направленные на выявление лиц, управляющих транспортными средствами в нетрезвом состоянии, а также направленные на снижение аварийности на дорогах. Ежедневно сотрудники госавтоинспекции патрулируют дороги городов и районов, ведут активную работу на стационарных постах дорожно-постовой службы. 28 декабря рейдовые мероприятия проходили по всей республике. Особое внимание сотрудники уделили районам, где наблюдается наиболее загруженное движение по трассе Гагарскому и Гудаутскому. На посту Бамбора в Гудаутском районе рейдовое профилактическое мероприятие проходило под личным контролем министра внутренних дел генерал-майора милиции Роберта Кьют, его заместителя, курирующего данное направление полковника милиции Беслана Чкадова. Уже несколько лет Гудаутский район остается лидером по числу ДТП на дорогах. Большой поток машин проходит и через КПМ Мюссера. Особое внимание правоохранители уделяют водителям, управляющим автотранспортным средством в состоянии алкогольного либо наркотического опьянения. Сотрудники напоминают о недопустимости вождения автомобилем в нетрезвом состоянии, призывают к особой бдительности водителей ввиду приближения новогодних праздников. Уважаемые граждане, совсем скоро новогодние праздники. Управление Государственной автомобильной инспекции Министерства внутренних дел Республики Абхазия убедительно просит всех автолюбителей не пренебрегать правилами дорожного движения Республики Абхазия и не садиться за руль в нетрезвом состоянии. Нас всех ждут дома родные. По итогам рейдовых профилактических мероприятий составлено 234 административных протокола о дорожно-транспортных правонарушениях. Выявлено 7 водителей, пребывавших за рулем в нетрезвом состоянии. Все они лишены права управления транспортным средством на срок 6 месяцев и подвергнуты административному штрафу в 30 тысяч рублей. Усиленные рейды без выходных и отгулов на время новогодних праздников сотрудники милиции продолжат далее, работая в ежедневном режиме. И снова к новостям в Галском районе. Образование. 325 учителей русского языка школ Галского района 26 декабря получили сертификаты повышения квалификации преподавания русского языка. Тему продолжит Илона Микава. В ДК состоялась торжественная церемония вручения сертификатов, которые получили 325 учителей 19 общеобразовательных школ Галского района, которые прошли курсы повышения квалификации. Почетными гостями церемонии стали советник посольства России в Абхазии Алексей Шеремет, доктор педагогических наук, профессор Армавирского педуниверситета, проректор по науке и международной деятельности Юрий Ветров, куратор отделов образования и культуры Джамбул Куртава и заведующая РУО Екатерина Габелия. Курсы повышения квалификации предоставили уникальную возможность для каждого преподавателя Галского района получить глубокие знания русского языка. Те знания, которые были получены на курсах, безусловно, они будут применять на практике педагогической деятельности. Как вы знаете, язык – это основа коммуникации, средство общения – это одна из самых важных категорий культуры, поскольку именно посредством языка формируется и выражается миропонимание человека. Язык – это средство, это среда, в которой формирует и живет человек, среда, которая детерминирует жизненный опыт человека. Безусловно, русский язык уникален в своем роде. Его использовали великие писатели, поэты, также деятели культуры, науки, искусства. Он – наследие многовековой истории, культуры и образа мышления. Курсы проходили в течение 4 месяцев в Центре открытого образования при Галском гуманитарном колледже. Инициатива открытия центра принадлежит Армавирскому педагогическому университету. 6 июня
в день рождения Пушкина мы торжественно открыли Центр открытого образования на базе колледжа Войтарного. И я испытываю сегодня еще двойную радость от того, что мы решили те задачи, которые стояли перед этим центром. С вами был Игорь Иванович Басов, руководитель центра. Давайте его поприветствуем, потому что благодаря ему вы освоили десятки различных программ образовательного, просветительского, научного характера. И я думаю, что не только вовлечение в изучение русского языка дало вам возможности присидеть в этом зале, а вы, наверное, подружились, у вас появились друзья, коллеги, с которыми вы прошли этот путь весь осенний и зимний период. И поэтому я искренне рад за вас и хочу сказать, что те задачи, которые мы ставили, мы будем и продолжать в будущем, потому что в ближайшие недели, может быть месяц, нам будет понятна уже ситуация с продолжением работы, но мы нацелены на то, чтобы работать, продолжать у вас. Во всяком случае, этот центр мы будем развивать, и, скорее всего, еще один центр откроем в другом районе, замечательной страны, такой как Абхазия. Ветров добавил, что курсы повышения квалификации будут проходить и дальше. Но теперь не только для учителей русского языка, но и для других предметников. Мы подключим сюда и кафедры математики, физики, и других естественных наук, которые будут тоже вовлечены в этот процесс. Но это в будущем. Сегодня же я искренне хочу вас поздравить не только с завершением этого процесса изучения русского языка и повышения квалификации, но и с наступающим Новым годом. Мне бы хотелось, чтобы в вашей жизни было больше радости, больше хорошего настроения, а самое главное благополучия. И пусть эти три составляющих с каждым новым днем в новом году наполняется все новым и новым содержанием. А самое главное, чтобы было здоровье. Я хочу еще раз поблагодарить, конечно же, Министерство просвещения Республики Абхазия, посольство Российской Федерации в Республике Абхазия, конечно, Россотрудничество. А самое главное, конечно, Управление образования и администрацию города Гал за ту поддержку и неоценимую поддержку, которую вы оказывали, и, надеюсь, будете продолжать оказывать в будущем. Спасибо. В свою очередь, завро Екатерина Габелия выразила благодарность Армавирскому государственному педагогическому университету за инициативу открытия Центра открытого образования в городе Гал, за поддержку и помощь. И отдельно хотелось бы выразить благодарность Игорю Ивановичу Басову. Это руководитель Центра открытого образования. Открытое образование – это новые образовательные возможности для профессионального и личностного развития. Спасибо вам, что вы делитесь своими знаниями и ценным опытом. Спасибо за то, что вы помогаете вывести образование на современный уровень качества. А учителей мы поздравляем с успешным освоением курсов повышения квалификации по русскому языку. Каждый учитель должен постоянно самосовершенствоваться. Обучая других, сам постоянно чему-то учишься. Приятно, когда твой труд не проходит даром, когда его плоды приносят хорошие результаты. Радостно, когда твой труд востребован. Пользуясь случаем, хотелось бы поздравить вас с наступающим 2024 годом. Пусть Новый год принесет нам только все самое хорошее. С наступающим, дорогие, любимые, уважаемые педагоги. Буквально 2 недели я уехал домой подготовиться к тому, чтобы сюда вернуться на это торжественное мероприятие. Честно говорю, скучал, думал про Абхазию, думал про город Гал. Здесь у нас много близких, родных. И отсюда мы увезли много чего хорошего, теплого. Даже 2 галских котов увезли в город Армавир. Теперь они с нами там будут. Хочу поздравить нас всех с сегодняшним мероприятием, вас с окончанием курсов. И пожелать всего хорошего в следующем году. Праздники начинаются, сейчас праздничная неделя. Встретимся в следующем году, думаю,
обязательно. После поздравительных речей состоялась сама церемония награждения. Отметили не только учителей, прошедших курсы повышения квалификации, но и тех, кто внес свой вклад в развитие Центра открытого образования. В завершении мероприятия местные творческие коллективы порадовали присутствующих зажигательными хореографическими номерами. Илона Микава, Борис Цацуа, Бату Библая, Гал Медиа. Новогоднее настроение отсвирели. 25 декабря в детском саду города Гал состоялось праздничное мероприятие. В новогодние дни начинается сезон утренников и праздничных представлений, как в детских садах, так и в школах города. В детсаде «Свирель» сегодня состоялось 2 утренника средних групп – непоседы и бабочки. Здравствуйте, уважаемые родители, дорогие гости! Поздравляем вас с наступающим новым 2024 годом. Желаем вам здоровья, счастья, радости, удачи. Пусть всегда в ваших семьях царит мир. У нас в детском саду «Свирель» проходил конкурс между родителями «Самые лучшие поделки» и также «Самое лучшее новогоднее оформление групп». Была создана комиссия, они выбирали более достойные, красивые поделки и самое лучшее новогоднее оформление групп. Каждая группа была оформлена красиво, со вкусом, но отличилась средняя группа непоседой. Итак, награждается воспитатели средней группы Облотья Софья Бейсиковна и Чхапеля Настя Романовна. Для детей это праздник, а для родителей и воспитателей не только повод для радости, но и большой труд. Ведь чтобы подготовить ребенка к празднику, нужно приобрести соответствующий наряд, научить малыша красиво петь, выступать и декламировать стихотворения. А самое главное – завоевать симпатии приглашенных гостей. Путешествие в Новый год всегда праздник. А если он еще и начинается с красивых декораций, костюмов, песен и танцев в исполнении малышей, то, несомненно, умиляет и дарит ощущение сказки. Нет, сестричка Злюка, мы тебя хотели пригласить на распродажу наших игрушек. Да, я по радио слышала, что у вас здесь новогодний праздник, и у вас в магазине распродажа игрушек. Пожалуйста, выберите мне что-нибудь хорошее, оригинальное для моей подруги Бабы-Яги. Воспитатели Софа Облотья, Нана Чхапеля и Инга Чедия не только подготовили детишек, но и сами приняли активное участие в представлении, помогая малышам и направляя их. У нас подарки, да, я красивые! Хочу выразить огромную благодарность главе администрации Гальского района Пиля Константину Эдуардовичу и заведующим отделом образования Габеля Екатерине Валерьевне за предоставленные подарки нашим детишкам. Уважаемые родители, спасибо вам огромное за оказанную вами помощь в организации этой сказки. Еще раз с наступающим вам Новым годом! Ощущение настоящего новогоднего чуда осталось у всех без исключения. И все это благодаря симбиозу огромного труда воспитателей, родителей и чудным малышам, которые так старались удивить и подарить хорошее настроение каждому зрителю. Анжела Убилава, Тея Басария, Бату Библая, Гал Медиа. Виртуозное исполнение и широта музыкальной импровизации в рамках совместного проекта Министерства культуры Российской Федерации и Федерального агентства Россотрудничества по поддержке российских соотечественников за рубежом в городе Гал прошел концерт группы «Бисквит». В
рамках совместного проекта Министерства культуры Российской Федерации и Федерального агентства Россотрудничества по поддержке российских соотечественников за рубежом в городе Гал прошел концерт группы «Бисквит». Сегодняшнее мероприятие посвящено, конечно же, наступлению Нового года, новогодних праздников. Это некий такой подарок от Министерства культуры Российской Федерации, Россотрудничества и Русского дома в Абхазии. Мы на самом деле вот буквально одним днем проездом мы из Москвы сейчас здесь и завтра возвращаемся в Петербург с тем, чтобы там дать большие концерты сольные предновогодние. Я поздравляю всех жителей Абхазии с наступающим 2024 годом. Желаю счастья, крепкого здоровья и больших-больших успехов. Ну и, конечно же, с огромным приветом из России. Публике Гала представили шедевры мирового джаза и русской народной музыки, попурри из известных советских, да и не только, художественных и мультипликационных фильмов в собственных авторских аранжировках. Исполняла сопрано-солистка Мариинского театра Карина Чепурнова. Коллектив «Бисквит» был создан в 2002 году. Тогда еще участники группы были студентами Санкт-Петербургского музыкального училища имени Римского-Корсакова. Они создали собственный стиль и смешание жанров, исполняя музыку на исконно русских струнных народных инструментах в компании с эстрадными джазовыми инструментами. Что позволило нам расширить, скажем так, границы репертуарные и исполнять музыку не только традиционную русскую, да, которую мы, конечно же, в большей степени исполняли в то время, да, в нашем репертуаре очень много было, конечно же, русской национальной музыки, но благодаря вот такому сочетанию музыкальных инструментов мы смогли исполнять и мировые популярные хиты, и классическую музыку в том числе. Ну и, собственно говоря, вот то, что сегодня было представлено публике, такое некое сочетание современных ритмов и классической, там, допустим, да, музыки русских композиторов. Сегодня на сцене были русские инструменты, это балалайка, домра, но они у нас осовременены, скажем так, электронные. Балалайка, контрабас, саксофон, аккордеон и ударные, но представлены в таком камерном виде, это такие тоже электронные пады. Являюсь солисткой группы «Бисквит» с самого ее основания этого коллектива. Коллективу уже 21, с 2002 года, 21 год. Ну, мы вот вместе с Андреем, с самым руководителем, с Андреем Типовым. Что для меня выступать на сцене, да, это моя жизнь. Собственно, я сколько себя помню, я с 5 лет начала учиться вот играть на домре, и это сначала отчетные концерты в музыкальной школе, это сцена, ну и дальше больше, а дальше сцены стали увеличиваться. Мы собрали свой коллектив и, соответственно, стали гастролировать по разным странам, по разным городам. И выступление — это, наверное, самое любимое, что есть в нашей профессии. Я люблю зрителей, я чувствую, что зрители отвечают мне взаимностью. Это самое, наверное, то, что приносит наибольшее удовольствие. Конечно же, сейчас мы, да, оказались в Абхазии в канун Нового года. Это самый волшебный, самый чудесный праздник. И, конечно же, я всех от души поздравляю с наступающим новым 2024 годом. И пусть у каждого сбудется какое-то самое сокровенное, самое желанное чудо в Новом году.
С Новым годом! Коллектив обладает ярким, оригинальным, только ему присущим стилем выступлений, заставляя каждого слушателя не только по-новому взглянуть на давно знакомые произведения, но и на всю русскую музыкальную культуру в целом. Каждый концертный номер «Бисквит» – это увлекательный рассказ, а порой даже целый музыкальный спектакль. С помощью звуков они говорят о жизни, любви, счастье и печали, обо всем, что волнует каждого. В завершении концерта музыканты исполнили композицию Джузеппе Верди «Застольная» из оперы «Травиата». Виртуозное исполнение и широта музыкальной импровизации покорили слушателей, благодаривших артистов теплыми аплодисментами. Концерт прошел на одном дыхании и вызвал бурю ярких эмоций. Илона Микава, Бату Библая, Борис Цацуа, Гал Медиа. На сцене группа «Новая эра» и студия «Счастливые дети». В Доме культуры города Гал состоялся отчетный концерт творческих коллективов. В Доме культуры города Гал состоялся отчетный концерт творческих коллективов при ДК. В концертной программе приняли участие группа «Новая эра» и студия «Счастливые дети». Уважаемые зрители, хочу поздравить вас с наступающим Новым годом. В вашем лице хочу поздравить весь народ Абхазии с наступающим 2024 годом. И пусть этот год приумножит все ваши богатства, ваше здоровье, ваши надежды. Пусть осуществятся все те заветные мечты, которые присутствуют в ваших умах, в ваших сердцах. Желаю, чтобы в этом высокосном году, 24-м, никаких плохих происшествий не происходило, не то что на территории Абхазии, чтобы во всем мире воцарился мир. И пусть цветет земля наша родная. С Новым годом! Первыми на сцену вышла группа «Новая эра». Коллектив создан в 2001 году. Существует он уже 22 года. И на протяжении этих лет участники ансамбля были достойными участниками разных фестивалей, как на республиканских, так и на международных платформах. Руководителем ансамбля является заслуженный артист Республики Абхазия Михаил Джумутия. Сызгушова в сыра, сызгушова
отчетном мероприятии также выступила творческая студия «Счастливые дети», созданная в 2018 году при Доме культуры. Ее участники нередко принимают участие в разных фестивалях и мероприятиях, где показывают свои таланты и становятся лауреатами и обладателями гран-при. Основателем, руководителем студии является Нина Гергидава. Ежегодный отчетный концерт, ставший уже доброй традицией, является своеобразным подведением итогов проделанной работы и показателем новых творческих достижений. Все ребята показали себя достойно. Программа концерта получилась яркой, насыщенной, интересной. Каждое выступление зрители встречали громкими аплодисментами. В ходе мероприятия состоялось торжественное награждение благодарственными письмами всех тех, кто внес свой вклад в развитие творческих способностей молодого поколения Галского района. На этом приятные моменты не закончились. В завершении директор Самурзакан-Тур Давид Табагуа подготовил новогодние подарки для всех участников торжества. Дорогие друзья, гости, родители нашего сегодняшнего праздника, спасибо, что вы пришли к нам. Потратили чуточку внимания своего времени. И я хочу поблагодарить Бесика Джумотья и Нину Гергидава за то, что они сегодня нам такой концерт предоставили. Это очень большой вклад в развитие нашей молодежи. За целый год у нас было очень много мероприятий, где мы не только
культура, но и администрация, и отдел образования. Мы совместно работали, потому что без образования у нас не будет детей, а без администрации у нас не будет возможности того, что у нас сегодня есть. От руководства района и от себя лично хочу поблагодарить Михаила Джуму и Нина Гиргин за воспитание таких замечательных детей, озорных, интересных, за вклад в развитие таких талантов. И, конечно, детишкам хотел бы пожелать, чтобы брали пример. Из таких талантов у нас здесь в районе много, но не могу не сказать за Ираклия Джумути, за нашу звездочку Вова Кулбая, победители Обснастар 2023. А вы, отдел культуры, я вам пожелаю побольше пополнять свои роды юными талантами. И, пользуясь случаем, я хотел бы поздравить всех с наступающим Новым годом. И пусть Новый год принесет в каждый дом удачи, успех, благополучие. Спасибо за ваших детей. Вот здесь вот родители сидите. Спасибо всем вам большое. Еще раз с Новым годом. Добрый вечер, уважаемые друзья. Я, наверное, так стану со своим коллективом рядом. И хочется поздравить вас всех с наступающим Новым годом. Спасибо вам за ваши меры, спасибо вам за ваш профессиональный подход к работе, удачи, успехи, вам жизни пожелаю. Наступающим вас! Очередной итог работы подведен. Впереди у коллективов Придомной культуры много новых выступлений, интересных творческих задумок и планов. Хочется от души пожелать им дальнейших успехов, искренней зрительской любви и неиссякаемой энергии. А среди отмеченных благодарственными письмами оказался и коллектив телеканала «Гал Медиа», что нам крайне приятно отметить. «Гал Медиа», Арс Матея Тимуровне, начальник отдела «Гал Медиа», и ее коллективу за то, что они освещают наши праздники, они всегда рядом с нами. Есть кто-нибудь из СМИ, пожалуйста, поднимитесь к нам на сцену, и мы хотим торжественно вручить благодарственное письмо за вклад. Спасибо вам огромное за то, что вы освещаете нас, то, что вы не только в Гальском районе, но и на всю Абхазию и за пределами Абхазии освещаете нашу. Илона Микава, Борис Цацуа, Бату Библая, Гал Медиа. Спорт. Харитон Агарба примет участие в турнире по профессиональному боксу от RCC Boxing Promotions. Турнир на многотысячной арене «Уралец» в столице единоборств в городе Екатеринбурге пройдет 10 февраля. Соперник Харитона будет объявлен позже. Галские спортсмены – победители столичного турнира по дзюдо. 4 золотых и 4 серебряных медали завоевала команда города Гал под руководством тренера по дзюдо Сулхана Киланава. 28 декабря в ходе открытого турнира в городе Сухум по дзюдо, посвященного Новому году, в своих весовых и возрастных категориях первые места заняли Нино Кубалия, Сандро Джгириная, Алекс Чантурия, Андрея Убилава. Второе место у Лизи Изория, Алекса Хуперия, Давида Чантурия, Руслана Федорова. Также Сандро Джгириная был награжден за лучшую проявленную технику. В Государственном комитете по делам молодежи и спорта председатель Тараш Хагба встретился с юной абхазской фигуристкой Шуреной Гуния, сообщает пресс-служба ведомства. В завершении встречи глава ведомства вручил фигуристке денежный подарок и пожелал ей в новом году исполнения желаний. Шурене Гуния 9 лет. Тренируется она у мастера спорта по фигурному катанию Ольги Найденовой и у президента Федерации фигурного катания Тамбовской области Натальи Беловой. На этом выпуск завершен. Как всегда, призываю вас, уважаемые телезрители, следить за новостями Галского района и всей республики вместе с нами. А еще телеканал Гал Медиа и редакция информационной программы «События недели» от всей души поздравляют вас с наступающим Новым годом. Желаем, чтобы он принес вам только добрые вести, мира, добра и, конечно, крепкого здоровья. До встречи в новом 2024 году.